В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске ответы на самые актуальные вопросы. Репортаж с пресс-конференции президента Абхазии Рауля Хаджимба. Паспорта будут заменены в срок. Актуальный репортаж программы. Проблемы курортного сезона 2017 и пути их решения. Заседание Абхазского союза туризма. Сегодня состоялась пресс-конференция президента Рауля Хаджимба. Глава государства ответил на широкий круг вопросов, касающихся политической и экономической ситуации в стране. В частности, о возможности увеличения собственных доходов государства, создания ИКЦ. Президент также высказался по поводу инициативы Общественной палаты Абхазии. Подробности в материале Ренаты Шакая. 10 актуальных вопросов, касающихся общественно-политической и экономической ситуации в стране, были заданы президенту. Как отметил Рауль Хаджимба, основополагающей целью государства по-прежнему остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов. Этому фактору будут способствовать действующая государственная поддержка сельхозпроизводителей, уверен президент. Проводятся анализы и ревизии международных договоров и соглашений на предмет наличия возможностей для продвижения наших товаров на внешние рынки, наполнение их реальным содержанием. В Банке Республики Абхазия отправлены запросы об условиях предоставления кредитных ресурсов организациям-экспортерам для формирования информационной базы. Проведено первое установочное совещание, где обозначены контуры будущего Совета экспортеров при Министерстве экономики. В отношении сельского хозяйства следует отметить, что была проведена подготовка к весенне-полевым работам. Министерству сельского хозяйства было дано задание провести первую вспашку за счет бюджетных средств. На конец мая были обработаны территории в 2525 гектаров. Однако нельзя не отметить о тех трудностях, которые возникли, связанные с неучтенными пахотными землями. Многие крестьяне, не обрабатывавшие свои земли за 10-20 лет, включились в этот процесс. И, к сожалению, мы этот фактор не учли. И это привело к определенным сложностям. И думаю, что и Министерству сельского хозяйства, и Кабинету министров к следующему году нужно будет учесть все эти недоработки. Для того, чтобы снять напряжение в этой среде, было дополнительно закуплено 35 тысяч литров солярки, которые были розданы крестьянам для самостоятельного проведения пахотных работ. Рауль Хаджимба отметил, что непростая ситуация остается в сфере энергетики. Нелегким для отрасли был зимний период. Тем не менее, его удалось пройти достаточно спокойно. Энергосистема выстояла благодаря работам, которые были проведены до начала зимы. Все те средства, которые были направлены по линии инвестпрограммы, дали нам возможность привести хозяйство подстанции практически по всем городам и районам в более-менее нормальное состояние. Да, и остаются проблемы очень сложные по самим внутренним сетям. Но и на перспективу, я надеюсь на то, что мы сумеем выйти и на решение этой проблемы. На сегодняшний день нагрузки на сеть в разы уменьшились, но возникают нагрузки в локальных регионах, связанных с подготовкой к курортному сезону. В этом отношении РУП «Черноморэнерго» были проведены работы в проблемных регионах. Речь идет в первую очередь о Гагарском районе. Касаясь работы правоохранительных органов, глава государства сказал, что результаты деятельности МВД оставляют желать лучшего. Рауль Хаджимба привел, к примеру, статистику о раскрываемости преступлений. За 4 месяца текущего года совершено 204 правонарушения, из них раскрыто 150. Тревожной, по словам президента, остается ситуация с ДТП, основными причинами которых являются управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рауль Хаджимба высказал намерение принимать жесткие меры в отношении наркоторговцев. Наверное, все-таки нужно ужесточать, несмотря на то, что я слышу разные голоса по части, касающейся этой проблемы, что это не даст никаких результатов. По части, касающейся наркотиков, организаторов ввоза, есть такая мысль о внесении соответствующих поправок по санкциям в высшей мере наказания.
Расстрел у нас практически отсутствует, на него объявлен мораторий, но пожизненное заключение вполне могло бы присутствовать. Может, это хотя бы образумит кое-кого. Президент высказал свое мнение по предложению Совета Общественной палаты об установлении персональных пенсий в размере 50 тысяч рублей для депутатов первого созыва парламента Абхазии. По словам Рауля Хаджимба, эта инициатива преждевременная. Насколько мне известно, в Общественную палату обратились представители самого Золотого парламента. Я, насколько знаю, там было несколько человек. Общественная палата просто передала то письмо фактически, которое было по своему содержанию именно таковым, как вы заметили. Но я говорил и с представителями Общественной палаты, у нас нет таких возможностей пока на этом этапе решать задачу так, как это заявлено в том документе, который представили инициаторы. Пока нужно подождать. Нам трудно будет объяснить ветеранам войны, инвалидам войны, героям Абхазии, действительно людям тоже не в меньшей степени рисковавшим своими жизнями, о том, что вот здесь вот мы должны пойти по такому пути. Наши депутаты того периода заслуживают уважения, заслуживают внимания. Завершая пресс-конференцию, Рауль Хаджимба отметил, что всегда готов к конструктивному диалогу, обсуждению волнующих все наше общество проблем. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Правительственная делегация Республики Абхазия во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц отбыла в Москву для участия в 15-м пленарном заседании Межправкомиссии, которое состоится завтра, 8 июня, в российской столице. Паспорт гражданина Абхазии нового образца можно обменять до 31 декабря 2018 года. Информация о том, что срок действия документов старого образца истекает в конце этого года, не соответствует действительности. Об этом нам сообщил начальник паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Монаргия. Как проходит процесс паспортизации, сколько паспортов нового образца уже выдано, расскажет Нисфа Аршба. Информация о том, что срок действия абхазского общегражданского паспорта старого образца заканчивается в конце текущего 2017 года, удивила население республики. Как-никак остается всего полгода, чтобы все граждане страны успели заменить паспорта на новые бланки. А это многим более 100 тысяч человек. За комментариями мы обратились в паспортное управление МВД республики, где и выяснилось, что срок действия внутреннего паспорта гражданина Абхазии старого образца истекает лишь через 1,5 года, 31 декабря 2018. Таким образом, в срочной замене действующих паспортов нет необходимости. Новый паспорт нужно получить до 31 декабря 2018 года, так как уже с 1 января 2019 ваш основной документ будет считаться недействительным. Срок действия он определен именно постановлением Кабинета министров Республики Абхазия, независимо от паспорта старого образца, которым срок действия заходит за 19-20 год. Они подлежат обмену, то есть можно не дожидаться срока окончания этого и прийти и обменять. Прежде чем начать выдачу бланков паспорта нового образца, паспортное управление тщательно подготовилось к этому процессу. Был проведен переучет всего архивного материала в паспортных столах городов и районов. Каждому из них прикреплен инспектор, отвечающий за сохранность и целостность документов. Мы обдумали механизмы защиты, которые должны быть в первую очередь для наших инспекторов. Чтобы не получилось так, инспектор по своему незнанию, по своей халатности или же по каким-либо другим причинам совершил, может, не умышленный, но незаконный поступок. То есть выдать паспорт гражданина Абхазии незаконно. Для этого нам в первую очередь было принято решение о учете или переучете, не знаю как назвать, архивов, тех, которые находятся на местах, то есть оснований выдачи паспортов гражданам Республики Абхазия в первую паспортизацию. Сам
процесс паспортизации был начат еще в феврале прошлого года, однако не все получилось сразу. Возникли проблемы, на решение которых ушло несколько месяцев, и к активной фазе выдачи приступили только в октябре 2016 года. На данный момент уже подготовлено более 22 тысяч бланков. У населения вызывают вопросы перечень документов, необходимых для получения паспорта гражданина Абхазии. Глава паспортного управления просит отнестись с пониманием к данной процедуре. Каждый запрашиваемый инспектором документ необходим, чтобы избежать каких бы то ни было ошибок. Во-первых, скажу, это необходимо для того же гражданина, который пришел, скажем так, чтобы четко было прописано. Есть случаи, не будем этого скрывать, где есть неправильное написание фамилии. То есть, разные технические случаи. Во избежание вот этого, просто если даже попросили какой-то дополнительный документ, это на благо того же гражданина, который обратился, чтобы избежать каких-либо ошибок в выдаче нового общегражданского абхазского паспорта. В целом процесс паспортизации, по словам начальника паспортного управления, проходит спокойно. Никаких проблем не возникает. Что касается ожидаемого ажиотажа граждан, который предстоит уже ближе к сроку окончательного обмена, паспортные столы к работе в усиленном режиме готовы. Нисфаршба Саид Агухава, Абхазское телевидение. Республиканская общественная организация АРУА и политическая партия Амцахара предлагают признать 30 сентября Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. С таким письмом они обратились к спикеру парламента Валерию Кварчи. В настоящее время в соответствии с законом о праздничных днях и памятных датах в Абхазии 30 сентября отмечают как День независимости. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии предлагают депутатам также определиться с датой празднования Дня независимости. Проблемы, связанные с туристическим сезоном, обсуждались в Торгово-промышленной палате республики, где прошло заседание некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма». О том, что волнует представителей союза ательеров страны и туроператоров, расскажет Наала Ковы. Несмотря на снижение цен на номера в гостиницах Абхазии, по сравнению с предыдущими 2 годами, заполняемость номеров снизилась от 30 до 80%, говорят в один голос представители туриндустрии. О конкуренции с таким туристическим гигантом, как Турция, пока и речи быть не может. Этот сезон значительно отличается от сезонов 16-15 годов. Мы между собой общаемся, обсуждаем, хотели бы донести через средства массовой информации до нашего уважаемого парламента и руководства страны о существующих сложностях и попросить поддержку у государства в данный сложный период, поскольку туризм является одной из экономикообразующих отраслей, и если в этом году сезон пройдет значительно хуже, и, соответственно, мы утратим тот задел, который был в предыдущие 2 года, экономическая ситуация тоже в некоторой степени пострадает. За последние 2 года инвестиционный климат в Абхазии ухудшился, отмечалось на встрече. И это еще одна немаловажная причина, почему рейтинги Абхазии как туристической страны начали стремительно падать. Вполне естественно, что этот факт вызывает обеспокоенность. Из перечисленных здесь проблем мы полностью согласны с низким уровнем предоставляемых услуг, и с несоответствием цены и качества, с недостатком профессионалов в сфере туризма. И одной из главных причин еще является ограничение информации и отсутствие рекламной поддержки. Неухоженность наших городов, низкий уровень сервиса, практически полное отсутствие развлечений. Все это, безусловно, отрицательно влияет на туристический имидж Абхазии. И, конечно, у нас страдает развлечение. То есть у нас нет где развлекаться народ. То есть у нас только экскурсии, куда мы можем повезти. Спасибо большое Руслану Кукаскере, что он открыл на Абхазское застолье. Мы можем людей отвезти туда развлекаться. Но по большому счету люди, которые приезжают сюда уже 5-й, 6-й, 7-й раз, они очень хотят в Абхазию поехать, им здесь нравится. Но развлекаться им здесь негде. Они уже ездят в Сочи,
Но это граница, которая в июле и в августе просто непроходимая совершенно. Ательеры, в свою очередь, говорили о трудностях, с которыми они сталкиваются при оформлении рабочих виз для трудовых мигрантов. Только одна виза на полгода обходится в 22 500 рублей. При этом штраф за прием на работу нелегала составляет 90 000 рублей. Участники заседания считают необходимым донести сложившуюся ситуацию до руководства страны. Приглашенные на встречу депутаты Народного собрания предложили создать рабочую группу для изучения ситуации в области туризма. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Лето – традиционное время отдыха для детей, свободы в выборе занятий, восстановления сил. Многие родители сегодня задаются вопросом, чем занять ребенка во время летних каникул, естественно, с пользой. Поэтому и актуальна организация школьных оздоровительных лагерей. В разных школах республики сейчас идет подготовка к открытию таких центров. Наша съемочная группа посетила некоторые из них. Репортаж Алики Трапш. Шестой год подряд Управление образования администрации Сухума организовывает бесплатный летний отдых для школьников. Детский оздоровительный лагерь Алашырбага при 12-й средней школе организован для детей от 6 до 12 лет. Как правило, это дети из многодетных семей, дети ветеранов и бюджетников, проживающих в столице. Детский лагерь Алашырбага будет открыт с 19 июня по 1 августа. За этот период планируется принять 360 человек в 3 потока, в каждом из которых по 120 человек. В лагере дети будут находиться в дневное время с 9 утра до 6 вечера. Предусматривается трехразовое питание, а также множество познавательных тренингов. У нас будут работать кружки по труду, по шахматам. Значит, для тех, кто хочет углубить свои знания абхазского языка, тоже мы им даем возможность. Будет работать кружок абхазского языка. У нас, значит, организована масса спортивных, значит, мероприятий, будут организованы в течение работы периода лагеря. Ежедневно мы их водим на море, если погода, конечно, позволит, если море чистое, если нет волн больших, значит, мы водим каждый день на море детей. Еще один летний оздоровительный лагерь в столице – Альфа-лагерь на базе частной школы «Альфа». Очень скоро откроет свои двери для всех желающих детей от 6 до 13 лет. Лагерь будет работать с 12 июня по 11 августа в дневное время с 9 утра до 7 вечера. Здесь также планируется 3 смены, в каждой группе не более 20 человек. Так как лагерь не получает государственной финансовой поддержки, 15 дней отдыха в лагере будет стоить 8 000 рублей. Отдых детей здесь будет весьма насыщенным. Планируется мероприятия различного характера – физкультурно-оздоровительные, экологические, патриотические, художественно-эстетические, нравственные и трудовые. Стоит отметить, что в этом году работа Альфа-лагеря будет больше нацелена на изучение абхазского языка. В лагере будет проходить отдельный набор детей дошкольного возраста. Их занятия будут проходить в легкой игровой форме. Мы уже давно работаем, у нас были 3-месячные тренинги по подготовке к школе. Мы можем к любой школе интенсивно подготовить в условиях погружения. Для этого ребенок, то есть часовые занятия, они ничего не дадут. Там есть регламентированные, нерегламентированные занятия. Они должны прийти и находиться здесь с 9 до 7. И это удобно и родителям, которые работают в летний период, и детям, которые наряду с образовательной программой получат еще и развлекательную, развивающую, оздоровительную. Пребывание в лагере для каждого ребенка – это время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта, возможность общаться со сверстниками, приобретать новых друзей. Все это учит ребенка прежде всего коммуникабельности. Будут там работать кружки разного типа. Спортивные игры, экскурсии, прогулки на море в хорошую погоду. Работа будет организована так, чтобы досуг детей был на хорошем уровне. Как бы и дети бы получили и присмотр, и как бы обучающие какие-то, развлекательные программы будут. Поэтому я думаю, что это очень полезное дело. Уже совсем скоро детские оздоровительные лагеря откроют свои двери во всех районах страны. Организаторы надеются, что им удастся сделать отдых детей незабываемым. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В эти минуты в Северном Кипре проходит футбольный матч чемпионата Европы по версии КАНИФА с участием нашей сборной и команды страны-хозяйки турнира. Объявленная ранее прямая трансляция встречи была заменена на другой матч хозяевами чемпионата. К этой минуте счет 0-0. О результатах игры мы вам сообщим в следующем выпуске новостей. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет переменная облачность. Ночью ожидается дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26 градусов. Температура морской воды 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.